Больше 20 дней участники автопробега дорогами отцов не были дома. Ежедневно преодолевали сотни километров. Я могу с гордостью сказать, что мы проделали этот огромный и сложный путь не просто так. Сегодня мне трудно дать объективную оценку и подвести итоги нашему автопробегу, так как сложно уместить все в один дневник. Однако я постараюсь коротко подвести логическую точку нашего путешествия. Итак, начнем по порядку. Из Улан-Удэ мы отправились в город Чойбалсан в Монголии, чтобы посетить главное мероприятие на Халхин-Голе, приуроченное к 85-летию победы над японскими захватчиками. За 2 дня мы проехали 1530 километров, добравшись до конечной точки в Дарнотский аймак в город Чойбалсан. Перед этим мы прошли границу, затем направились на возложение венков и цветов в Селенгинский аймак в город Сухэ-Батор. Переночевав в Улан-Баторе, отправились в Чойбалсан. По дороге посетили крупнейшую в мире конную статую Чингисхана. Высота статуи 40 метров, без учета 10-метрового постамента. Расстояние от Улан-Батора 54 километра. Подъезжая к месту рождения великого монгольского хана, городу Чингисход, нас встретили огромные ворота, которые называют «Колыбель великого Чингисхана». Поздно вечером мы таки добрались до Дарнотского аймака. Ранним утром сразу же отправились в местный аэропорт, где посмотрели самолеты и вертолеты, которые приняли участие в параде, посвященном победе в боях на реке Халхин-Гол. На аэродроме находились вертолеты Ми-8, Ми-24, самолеты Су-5 и Ми-29. После обеда монгольская и российская делегация журналистов встретилась с казаками, которые отправились в конный поход, и мы вместе отметили 85-летие победы советско-монгольских войск. Это событие стало символом дружбы и сотрудничества между Россией и Монголией. Конный и автомобильный пробег совместно проделали более 15 тысяч километров. Ранним утром в центральном парке города Чойбалсан Дарнотского аймака Монголии состоялась церемония открытия памятника Георгия Константиновича Жукова. После чего на площади Независимости у мемориала героям Монголии российские и монгольские военнослужащие приняли участие в параде в честь 85-летия победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол. Вечером участники международного автопробега дорогами отцов провели акцию «Свеча памяти» на мемориале советским летчикам в городе Чойбалсан. Молодежный центр Республики Бурятия организовал данную акцию в память о всех погибших в битве за независимость и суверенитет Монголии. Ранним утром мы отправились в Улан-Батор, где попрощались с нашими монгольскими коллегами, а мы с Владиславом присоединились к коллегам из Бурятии. Спасибо всем, кто посмотрел, поставил лайки и оставил отзыв. Этот пробег запомнится мне на всю жизнь. И я думаю, что у коллег из дружественной Монголии он останется в памяти на долгие годы. Засим я завершаю свой дневник и буду готовить документальный фильм на бурятском и русском языках. Никто не забыт и ничто не забыто. И вот завершился наш автопробег дорогами отцов. Всем спасибо. За бидний автоаялал ийхүү Чингисийн хөшөөнд дээр ирээд дуусч байна. За бид нартай хамт байсан бүх орчуудаа, бүх монголчуудаа маш их баярлалаа. Маш их бас сэтгэл өндөр ийхүү удаас аяллаа дуусглаа. Та бүхэндээ хайртай шувны аялал үнэхээр супер байлаа. За халах гол ялалтын 85 жилийн зориулсан бидний автоаялал энд хүрээд өндөрлөж байна. Бид бүхэн зорьсон газараа хүрч ирээд яг одоо яг өнөөдөр гэр гэрлүүгээ харьцаах чинь. Тэгээд нийт энэ аялалд хамт явсан нийт баг хамт олонтой бүгдэнд нь баяр хүргье. Та бүхэндээ баярлалаа. Гэртээ ирсэн гоё байна. Тэгээд Монголынхаа газар нутгаар ийм урт хугацааны аяллыг хийж байгаагүй Оросын холбооны улсын нутаг дэвсгэрээр хийлээ. Тэгээд энэ аяллаас бол ерөнхийдөө Монгол орноо бас бүтэн тойрё гэж бодож байна. Сайн бацгаано. Ингээд өнөөдөр ингээд бидний 22 хоногийн аялал дуусч байна. Ингээд бидэнд хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа. За Москвагаас гарсан бидний аялал эзэн Чингис хааны маань хөшөөнд ирээд ингээд дууслаа. 22 хоногийн 7000 км аялал дууслаа. Баяртай.